Муса Гареев. Имя, некогда известное каждому жителю Башкортостана и далеко за его пределами. Сегодня в связи с падением уровня образованности, интереса к Великой Отечественной войне, далеко не все молодые люди ответят, кем был этот человек. Между тем, Муса Гареев является самым прославленным воином земли башкирской, единственным в республике дважды героем Советского Союза. Родившись в башкирской глубинке, он мог пойти по типичному для сельского жителя пути, стать, например, трактористом или агрономом, одним словом, быть человеком земли. Но однажды, увидев высоко над землей самолет, он отчаянно полюбил иную стихию. Война была для него хотя и важнейшим событием в жизни, но все же вынужденным отклонением от главной цели – летать и покорять небо. Вот его родители, Гайса, правильнее даже сказать Гиса, как в документах, например, дореволюционного еще периода, и его мать Гульнафиса, они были башкирами из рода Ельдяк. Отец был родом из деревни Илякшиде, мать тоже из рода Ельдяк, из деревни Иманликулева, которая находится сейчас в составе Чекмагушевского района, а деревня Илякшиде в Велишевском районе. В карточке сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 1917 году Временным правительством России, об отце нашего героя читаем: Гиса Ахмед Гареев, сословие вотчинник, национальность башкир. В хозяйстве имелось 2 лошади, 2 коровы, 2 телят и 11 голов мелкого рогатого скота. Был небольшой надел земли. Одним словом, Ахмедгареевы были семьей среднего достатка. В 1929 году семья Гареевых, а с ними еще около 20 домохозяйств, в нескольких километрах от прежнего места жительства, основывают выселок Таш-Чешма, то есть Каменный Ключ, где организуют первый в районе колхоз. Однако маленький Муса возвращается обратно и идет учиться в начальную школу родного аула Илекшиды, а затем в семилетку села Бишкурай. Об этом напоминает большой гранитный бюст, стоящий в школьном музее. Уфимский аэроклуб был открыт в 1934 году. Первоначально располагал лишь фанерным самолетом У-2. В годы Великой Отечественной войны 14 его воспитанников были удостоены звания Герой Советского Союза. И он, пройдя строгую медкомиссию, записывается в Уфимский аэроклуб. А по окончании курсов, опять втайне от родителей, поступает в Энгельсскую военную авиационную школу. Узнав об этом, мать запричитала, вспомнила историю, как Муса с ребятами вытащили из журавлиного гнезда яйцо, принесли его домой и подложили под гусыню. Вскоре вылупился журавленок. Всех поразило то, что над их домом еще долгое время кружила, жалобно курлыкая, пара журавлей. Вспоминая этот случай, Гульнафиса Гареева твердила, что эта журавлиха позвала Мусу в небо за то, что она не поняла в свое время ее материнское горе. Однако отец, как всегда, был тверд и лишь сказал сыну: «Помни, Муса, свой край, помни, что ты один из первых башкирских парней, которым Родина дала крылья». В то время воздушные силы Советского Союза состояли из бомбардировщиков, истребителей и самолетов-разведчиков. Штурмовой авиации просто не существовало. Однако ее необходимость четко осознавалась. Поэтому в начале войны появляются первые штурмовые авиаэскадрильи, состоявшие из самолетов Р-5, РЗ и 15 БИС. Однако они были очень уязвимы и не могли в полной мере выполнять функции штурмовика. В это время советским конструктором Ильюшиным был разработан специально штурмовик Ил-2, который должен был обеспечивать поддержку с воздуха наземных операций. На этой грозной машине летчик Муса Гареев принял участие в битве под Сталинградом. В свой первый вылет Гареев лишь повторял действия ведущего самолета. В своей книге «Штурмовики идут на цель» он писал: «Все происходит так стремительно, что не успеваю даже оглядеться, рассмотреть что-либо. Куда стреляю, не вижу. Все мое внимание сосредоточено на ведущем, и кроме него я не вижу ничего.
Вот от его самолета отделяются бомбы. Сбрасываю бомбы и я. Выхожу из пике, набираю высоту, разворачиваюсь и вслед за ним снова устремляюсь вниз. За участие в Сталинградской битве Муса Гареев получил свою первую боевую награду. За 9 боевых вылетов гвардии младший лейтенант Гареев уничтожил 3 самолета «Юнкерс-52», 2 танка, 6 автомашин и 30-40 солдат и офицеров. За проявленную доблесть и мужество по уничтожению немецких оккупантов достоин представления к правительственной награде орденом «Красная звезда». Командир 76-го гвардейского штурмового авиаполка майор Семенов. Обладая удивительным чутьем, тактическим мастерством и хладнокровием, Муса Гареев стал одним из лучших штурмовиков воздушных сил. Его способности замечать все вокруг себя удивлялся даже стрелок Александр Кирьянов. Он дядя Саша рассказывал, что говорит, я сижу спиной, вернее, лицом к хвосту, истребитель заходит со стороны хвоста, говорит, и он сидит за бронестенкой, спинкой, лицом вперед. Вот, еще обзор там тоже, естественно, ограничен, там бронеколпаки, все прочее. Я по переговорному устройству слышу голос, говорит, Саша, слева снизу мессеры. Я, говорит, их не вижу, потом, да, действительно, так. Говорит, как он это чувствовал, я, говорит, до сих пор не понимаю. Я Саша сам рассказывал. На войне Муса Гареев нашел свою половину. Его избранницей стала сибирячка Галина Мигунова, служившая в их полку укладчицей парашютов. Сыграли фронтовую свадьбу, и все пошло своим чередом, с той лишь разницей, что теперь окончание каждого его боевого вылета больше, чем все остальные, ожидало одно трепещущее девичье сердце. Возможно, это обстоятельство подстегивало в Гарееве стремление воевать, так сказать, умно. Трижды Герой Советского Союза, летчик-истребитель Александр Покрышкин писал: «Пожалуй, ни одна профессия не расставляет людей с такой справедливостью, как летная. Тут не поможет ничто, если ты сам не умеешь работать. Работать днем и ночью, в воздухе и на земле. Надо быть смелым всегда, собранным всегда, готовым к полету всегда. А это достигается только каждодневным трудом, тренировкой. Именно в этом, а не в небрежно наброшенной на плечи тужурке до белозубой улыбки своего парня, настоящая романтика летного искусства. Лучше и не скажешь». После Сталинградской битвы Муса Гареев воевал на Донбассе, освобождал Крым и Белоруссию. Интересно, что во многих местах его авиаполк действовал именно там, где сражалась легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия. Он в воздухе, башкирская кавалерия на земле. После войны герой Советского Союза генерал-майор Тагир Кусимов и дважды герой-полковник Муса Гареев встретятся в военной академии имени Фрунзе. Двум героям, наверное, было о чем поговорить. Но это будет потом. А пока 76-й гвардейский штурмовой авиаполк воевал в Восточной Пруссии. Награды сыпались на Гареева, как из рога изобилия. Но они не успевали за его стремительными перемещениями по фронту. При освобождении Белоруссии уже в 1944 году, летом, он был представлен снова к званию героя. Но представление очень долго ходило по инстанциям, утверждалось в Верховном Совете СССР, и указ о награждении его золотой звездой Героя Советского Союза вышел только 23 февраля 1945 года. Но за этот период он уже совершил опять очень много боевых вылетов. И поэтому второй указ о награждении его второй золотой медалью вышел через 2 месяца практически, 19 апреля 1945 года. Муса Гареев и его стрелок Александр встретили победу в Москве. К нам с Кирьяновым тянутся сотни рук, нас целуют, обнимают, подбрасывают вверх, пишет в своей книге Гареев. Война кончилась. Позади 250 рекордных боевых вылетов, десятки уничтоженных самолетов и танков, сотни убитых солдат и офицеров противника. Прославленному летчику удалось устроиться в военно-транспортную авиацию. Была открыта новая страница его летной карьеры, которая пока засекречена. Скажем лишь, что он выполнял деликатные правительственные задания в Афганистане, Конго, Судане, Бирме, Индонезии.
Нық зор герой. Нық башлы да болған енді ол. Оңған да болған. Жетішкен военный кіші болған енді. Екі тапқыр Советлар Союзы геройы оларға тілесәкім білдір алмай кетінде. Ол бүтін Башқұртстанға бір өзі екі тапқыр Советлар Союзы геройы. Біз оның білен ғұрурланабыз, хақладыр. Мусой Гареевым гордятся не только его односельчане. Он является гордостью всего Башкортостана и всей страны. Прах Мусы Гайсиновича ныне покоится на высоком берегу Агидели в Парке Победы города Уфы. Самое главное, что народ его боготворил, а он, помня заветы своего отца, беззаветно любил свою землю, как любил свое небо, любовью журавленка, который стал орлом. Уважаемые земляки, у нас остался всего один день, чтобы поддержать имя нашего героя. Уже завтра, 16 октября, Общественная палата вместе с экспертами решит судьбу Уфимского аэропорта. Сегодня последний день голосования. Отдать свой голос вы можете по телефону горячей линии или же направить свою инициативу по адресу электронной почты, указанному на экране. Все зависит от нашей активности. Воздадим дань уважения славному сыну Илишевской земли, дважды герою Советского Союза Мусе Гарееву.